Красный – жизнь, желтый – свет, зеленый – природа. Светофор цветов чувашской вышивки описывает древние ценности народа, а орнаменты и узоры говорят об истории. Занимаясь 40 лет в творчестве вот этой вышивкой, я настолько в нее влюбилась. Я даже ни одного дня не проходит, чтобы я все это чуть свободное время появляется, я тут же занимаюсь, сажусь за станок и немножечко хотя бы вышью для души просто. Это мое любимое хобби. Руками мастериц традиции передаются из поколения в поколение, а рассказами матерей эти традиции обретают смысл. О жизни родного народа обязательно узнает и малышка Яна. День ее рождения совпал с национальным праздником. Я думала, что рожу 28-го в день рождения мужа, но вот, видите, ребенок сама выбрала 26 число, родилась в этот день. И оказалось, что это у нас теперь в республике праздник, и у нее двойной праздник. Двойной праздник сегодня и у новорожденных. Дарить детям, родившимся 26 ноября, вышитые распашонки уже стало традицией. Дарятся распашонки. Да? На распашонках имеется чувашская национальная вышивка. Каждая вышивка, каждый символ имеет какое-то значение. Да? Вот здесь, например, символ имеет значение древа рода, торжество жизни, наследие мудрости. Мама – наставник и друг, который ведет ребенка за руку на протяжении всей жизни. К ней идут за советом, и в ее силах передать ребенку человеческие и культурные ценности. Именно мама передает своему ребенку сакральные знания и народную мудрость. И именно так считает Светлана Железнова. Чувашская вышивка очень важна. Каждый человек, каждая женщина должна знать истории, традиции, сохранить эти традиции. Светлана Железнова не просто говорит, а делает. Сохранить традиции, вспомнить о предках и украсить мир. Руками мастерицы вышита часть главной достопримечательности вечера – карты республики. Каждый район создавали рукодельницы соответствующего муниципалитета. 155 дней, 1,5 миллиона стежков и более 30 вышивальщиц. Большая работа и огромная ценность. Екатерина Никитко, Елизавета Цветкова, Игорь Зверев, Республика.